Ассаламу алейкум, Ахве. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Это видео записывается 1 февраля 2020 года. На днях к нам на горячую линию канала Даймок Онлайн позвонил один молодой человек, который рассказал следующую историю. Сказал о том, что его близкий родственник, молодой парень из Чеченской Республики, с некоторых пор живет и работает в Москве. И он работает таксистом. И получилось так, что он по ходу своей работы ехал по одной из московских улиц, где как-то задумался и не пропустил пешехода, который шел по зебре. Нарушил правила дорожного движения. Находившиеся неподалеку сотрудники ДПС его остановили, оштрафовали, выписали ему протокол, но при этом почему-то решили осмотреть машину. В машине, со слов человека, который нам позвонил, в машине они якобы в бардачке нашли складной нож и по этой причине сказали, что забирают его в отдел. Вот такая вот информация. Складной нож обычный, ничего такого в этом не было, никакого конфликта, опять же, со слов позвонившего, опять же, не было. Он знал, в какой отдел доставлен молодой человек, и он попросил помощи и консультации. Мы, соответственно, эту информацию передали нашим московским друзьям, скинули в одну группу, где попросили помощи у наших московских друзей, попросили поехать туда того, кто мог бы выяснить ситуацию и, возможно, оказать им юридическую помощь. Сразу же отозвалась девушка, правозащитник, девушка по имени Лариса Бакаева. Она вместе со своим товарищем, адвокатом, они туда поехали, и в результате в течение нескольких часов вопрос был решен, парня отпустили. Как оказалось, никакого криминала за ним не было, но была очень странная ситуация. Для того, чтобы отпустили парня, им пришлось обращаться уже в вышестоящее управление для того, чтобы люди соблюдали законность своей деятельности. Я сейчас приведу здесь аудиосообщение с объяснениями, с рассказом о той ситуации самой Ларисы. Там используется и чеченский, и русский язык вперемешку, но, в принципе, из контекста понять можно, больше говорится на русском языке. Интересно здесь то, что молодого человека действительно забрали за нарушение правил дорожного движения. Насколько известно, при этом он не конфликтовал с сотрудниками полиции. В общем, очень странная ситуация. И для молодых людей, которые так или иначе ездят по дороге, где-то чем-то занимаются, вот в этом скрыто, на мой взгляд, скрыт хороший урок. Если у вас возникают какие-то проблемы, обращайтесь к адвокатам. Обязательно. Если возникают какие-то проблемы с органами правопорядка, обращайтесь к адвокатам. Ни с кем не ссорьтесь ни в коем случае. Не доводите ни до каких конфликтов. Если что-то случилось, сразу же обращайтесь к адвокатам. Это очень важно. А сейчас послушайте рассказ самой Ларисы о том, как все происходило. Спасибо за внимание. За нож, если честно сказать, когда я у них спросила, что я хочу понять, по какой причине задержан такой-то, такой-то, они мне сразу начали говорить, что типа хулиганка, оскорбление сотруднику. Я говорю, что он сам лично пришел, говорю, ваш полицейский участок, говорю, я оскорбил вас, говорю, не смешно ли вам это скажется самим? Асхавалина, типа штраф тухвалин вербах за то, что пешеходу не уступил дорогу. И я говорю, а что за разговор насчет холодного оружия, что в машине был чуть ли не кухонный ножик? Он так отмазался мне, говорит, вы о чем говорите, ни о каком ноже, я вообще ничего не знаю. И что представить начальнику. Я говорю, я хочу увидеть, говорю,
своего, говорю, человека, посмотреть на его состояние здоровья, говорю, и по какой причине конкретно он был задержан, я хочу от него услышать. Он начал отмазываться, говорит, что у них нету комнаты для встречи адвоката, правозащитников с задержанными. Я говорю, это тоже, говорю, глупо, слишком двухэтажное здание, как это так, нету кабинета, говорю, пусть начальник, говорю, освободит свой кабинет, говорю, или другие, говорю, сотрудники, один из сотрудников освободит, говорю, я приму, посмотрю, поговорю с ним. Я же, говорю, не знаю, что вы с ним сделали, может, вы его пытали. Мне, говорю, не привыкать с тем, что это сплошь и рядом, говорю, в Москве происходит. А то, что вы говорите, что он пришел здесь, оскорбил вас, по коридору ходил спокойно, звонил туда-сюда, и не с того он вас начал оскорблять, говорю, в эту чушь, говорю, я не поверю. Он уже не знал, как отмазаться, с уча уже повышенным тонах. Даже Ази говорится, он на них начал срываться, что вы слушаете. Я говорю, а что им делать? Говорю, в коридоре стоит, это коридор общий. Говорю, любой человек будет слышать так, как мы с вами разговариваем на повышенных тонах. Говорю, вы зачем орете, говорю, вообще на невиновных людей? Из-за того, что у вас нету кабинета, мы не виноваты, говорю, и эти люди не виноваты. А что тут произошло, говорю, я узнаю. Завтра будет суд, на суде вы его увидите, у него хулиганка. Суд решит, освобождать его или нет. Хорошо, я посмотрю до суда это, да не дойдет или нет. УВД я от УВД заявление принять пиарчина, они послушали, что я им говорю, я им рассказала также о том, что в полицейском участке нету кабинета, тоже говорю, вам не кажется, это глупо и смешно, если честно, да. Вот, говорю, разберите, что у вас там происходит, говорю, а то про ваш участок, говорю, про ваше УВД, говорю, по мытище идет слух, что у вас какая-то национальная неприязнь идет, говорю, и на фоне этого вы задерживаете любых национальностей, людей приводите сюда, говорю, особенно кавказцев. Да нет, такого нет у нас. Потом они начали обзванивать туда-сюда телефончик. Да, царь, хочу она, как вашего задержанного зовут-то? Я им называю фамилию, имя. Идите, типа, через 15 минут он выйдет. Я говорю, надо же, говорю, и суд пропал, говорю, и хулиганка, говорю, исчезла никуда. И как это теперь понятие? Мы разберемся, поезжайте туда, в полицейский участок, ваш человек выходит. Я прошла обратно туда, я говорю, и что теперь, как вы будете со мной разговаривать? И как вы ответите на все, что здесь произошло, на мои вопросы? Ответьте мне, мы же не будем с вами ругаться. Я говорю, вы не стоите, чтобы с вами ругаться, так как вы поняли, что я была права, говорю, человек был невиновен. Если сегодня за ним никто бы не пришел бы, завтра он ушел бы этапом, говорю, вы придумали какую-нибудь статью. Ну сегодня давайте не будем ругаться. Задерживать его и вот так забирать просто на основании того, что он там, они хотят выписать штраф, они должны были ему протокол написать и отправить по адресу, чтобы тот оплатил штраф. Тут, как обычно в Москве происходит, им нужна была какая-то наживка, в которой они сделали бы какую-нибудь другую статью. Здесь это сплошь и рядом. Я сагвочи, Осдах сагвочи, Духма Буйвы, сколько это сплошь и рядом здесь происходит. Когда иногда бывает поздно, даже за просто колбасу чуяла ногчик антухвой. Когда его брат мне через месяц позвонил, сказал, что его брат сидит за колбасу, которую он украл, 5. Это было вообще позорно, когда я в этот отдел приехала, они не знали, что сказать, а сделали ему статью «разбой». Поверните направо. Царь Хуза сплошь и рядом, они его забирать не имели права. И когда им пришли, это все разложили, когда ума дочь отмазаться, один сразу арвали царь.